Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня с вами последнее занятие. И мы попробуем договорить о том, о чем не успели в прошлый раз. То есть вопрос о конце истории и о том, какие варианты здесь могут быть предложены, а также о состоянии философии истории на данный момент времени. Ну и в конце я предлагаю поразмышлять над вопросом. Я просила раз подумать немножко о истории как пространства символического. Да? Ну, тут уж как получится, так и побеседуем. Начнем с вопроса о конце истории. Вообще, эта идея, так сказать, сравнительно поздняя, но, с другой стороны, уже неплохо обсужденная. То есть вопрос о конце истории во многом уже закрыт. Да? То есть нельзя сказать, что это вот самое последнее и самое разновейшее, о чем можно говорить. Вообще понятно, что вопрос о конце истории достаточно спорный. В том плане, что сама вот эта идея, сам термин «конец истории», он, естественно, довольно провокативный. И под концом истории разные мыслители понимали совершенно разные вещи. Само название «конец истории» вынесено в заголовок самого известного произведения Фрэнсиса Фукуямы, который, в общем-то, ни чистым историком, ни тем более философом не является. Да? Он, что называется, мыслитель широкого круга, политолог даже скорее. Фукуяма, в общем-то, наследует такой известный, ну, точнее, есть определенная перекличка с гегелевской традицией. Вы помните, что, согласно Гегелю, история в определенный момент заканчивается. Да? Собственно, на нем, на самом Гегеле, на русском государстве история получает свое логическое завершение. Все, что идет после, это уже нечто другое. Но история пришла, то есть самореализовалась, наступил процесс самопознания, да, и, в общем-то, на этом задача является выполненной. И вот вокруг этой идеи конца истории, постгегелевской традиции, во многом и разворачиваются многие дискутивные вопросы в рамках философии истории. Они связаны как с преодолением самого вот этого мыслительного посыла Гегеля, так и с чисто как бы политическими практиками. Так вот, Фукуяма под концом истории понимает уже достаточно такую, в общем-то, тривиальную вещь, что к определенному моменту все так или иначе поняли, что наступает торжество либеральной идеологии. Да? Ну и, соответственно, история, ей некуда двигаться дальше. В общем, рано или поздно все к этой мысли придут, и, в общем, тут можно поставить точку. Хантингтон предлагал немножко другой разворот, связанный с тем, что в конце концов происходит как бы вот это самое столкновение цивилизаций, и, соответственно, вопрос о какой-то внутренней исторической логике, каком-то поступательном прогрессивном движении тоже ставить совершенно неправомерно. Ну и, соответственно, он скорее в духе такой цивилизационной традиции, да, в рамках плюрально-нелинейных моделей. В общем-то, он особо и не задается вопросом, какова сама онтологика истории, что за ней стоит, куда все должны прийти. По сути дела, все это сводит к такой довольно естественной борьбе цивилизаций. Ну и, наконец, третий вариант решения проблем как раз связан с преодолением гегелевской традиции. Об этом, конечно, надо помнить, когда мы говорим о конце истории в постмодернизме. Он, конечно, связан с коренным таким глобальным переосмыслением. И что такое история, что собой представляет как субъект исторического познания, так и субъект, собственно, истории. И, безусловно, что собой представляет сама история как таковая, в смысле и писанной традиции, и определенного процесса. В постмодернизме, применительно к нынешнему состоянию истории, используется термин «постистория». Он вообще введен был еще Геленом, но широко так стал употребляться уже во второй половине, ближе к концу XX века. В таком чисто постмодернистском смысле термин «постистория» Ваттима использовал в 1991 году. То есть, с одной стороны, это в числе, так сказать,
достижений новейших философий и истории, с другой стороны, уже достаточно немаленькая дистанция временная по отношению к этому термину. Соответственно, мы его уже можем рассматривать не как нечто такое ноу-хау, нечто такое вау, взрывающее мозг, а уже достаточно трезво. Посмотреть, какие действительно реальные концептуальные наработки предлагает постмодернизм, а в чем тут есть определенные пробелы. Так вот, повторюсь, что во многом вот это переосмысление истории связано с преодолением гегелевской традиции. 50-е, даже 60-е годы, вот время становления структурализма, постструктурализма, гегелевская философия, ну и, соответственно, его концепция философии и истории является доминирующей, ну, просто в большинстве университетов она является практически общепринятой. Ну, там мы помним, что во Франции там работали, да, Кожев, да, и, ну, то есть есть определенная традиция, наработанная, хорошо себя зарекомендовавшая, и когда тот же, допустим, Фуко пытается противостоять основным посылам, основным идеям гегелевской философии, он обращается к самым как бы глубинным основаниям. Собственно, какие моменты выделяет постмодернизм, то есть что сменяется, то есть история сменяется, постистория, я чуть подробнее на всем этом остановлюсь, да. На смену истории как процессу приходит событийность, ну и, соответственно, события, событийность в качестве самых важных моментов. И на смену вот этой каузальности, причинности, которую тоже мы с вами довольно подробно говорили, когда рассматривали линейные модели истории, да, приходит понятие неодетерминизма. Тут надо не упускать еще из виду такой момент, что, в общем-то, даже в традиции постмодернизма нигде не идет речь о том, что история это нечто такое совершенно, ну или вообще там, человеческое поведение, нечто там совершенно мистическое, необъяснимое и так далее. Отнюдь. Здесь просто действуют совершенно иные принципы причинности, да, рассматриваются. И еще одна пара, которую важно помнить, говоря о понимании истории в постмодернизме, это понятие нарратив. Да? Соответственно, логика истории против нарратива. Мы немножко затрагивали это понятие, поэтому как самого уже проговоренного и знакомого я с него и начну. Помните, мы там буквально на первых занятиях говорили, что согласно вот ряду подходов, в том числе и постмодернизму, история представляет собой нарратив, ну или там метанарратив. Да? То есть история не есть некая объективная реальность, да, а история есть то, что историк выбирает из определенных там, письменных источников и связывает это в некий единый рассказ. Соответственно, для истории как нарратива центральным становится, вот, во-первых, это фигура рассказчика, да, и того, кто знает финал. То есть историк является таким же важным действующим лицом, персонажем, как и все те действующие лица, о которых он повествует. Потому что историк никогда не является нейтральной фигурой. Помните, я вам как-то схемку рисовала, да, к вопросу о прозрачности исторического знания. То есть во второй половине 20 века философия истории приходит к выводу, что, во-первых, непрозрачен сам язык, которым мы пользуемся, то есть нету вот этой... То есть язык это не то стекло там, прозрачное, на котором мы смотрим сквозь реальность и, соответственно, можем говорить о ее там, объективности и так далее. Отнюдь. Язык это есть нечто, что эту самую реальность или конструирует, или вообще заменяет. А следующий шаг, в принципе, довольно логичный, это вопрос о субъекте. То есть долгие годы были потрачены на то, чтобы показать, как субъект может становиться как бы, совершенно объективным, да, в смысле трансляции, передачи знаний, что наша субъективность, там, культурная нагруженность и так далее не должна влиять на сам познавательный процесс. Ну и вот, в общем-то, в ходе предпринятых всех этих усилий, ну, истоки тут еще там, понятно от метров подозрения, да,
было показано, что это тоже, в общем-то, совершенно утопичная позиция. И говорить о какой-то ненаходимости позиции историка совершенно не приходится. Историк, еще раз повторю эту мысль, это тот, кто знает финал. Соответственно, историк это тот, кто ретроспективно задает определенную логику. И вот эту вот мысль очень хорошо разобрал Филипп Уайт. Вот, показал, что, в общем-то, история, по большому счету, это такая хорошая метафора. Ну, об этом мы с вами тоже говорили. Ну и, соответственно, не приходится, ну, то есть, как бы здесь два момента, да. Первый, что работа, ну, рефлексия по поводу истории во многом сводится к вопросу о рефлексии над языком и, соответственно, там, субъектом познания. И второй разворот, отсюда вытекающий, что говорить о какой-то внутренней логике истории, о какой-то призадности, трансценденции, да, не представляется возможным. И, соответственно, вот это вот вопрос о том, что история есть там гордая поступь духа или разворачивание, ну или там сугубо марксистские штучки, да, что это есть определенная там борьба интересов, конфликт, который венчается все-таки достижением определенной стадии там, и т.д. Или вот те прогрессистские и теории поступательного развития, о которых мы с вами говорили, то есть все это, в общем-то, опиралось на то, что история имеет некую внутреннюю логику. Да? Ну, а вот этой, собственно, логики и не существует. Что ее тогда сменяет? Ее сменяет событийность. То есть то, что осуществляется в данный конкретный момент и обусловлено целым рядом, огромным количеством случайных переплетений. Ну, в общем-то, чтобы проиллюстрировать это каким-то примером, посмотрите, как очень многие фильмы сейчас снимаются или книжки многие хорошие пишутся, да, когда переплетение совершенно разных событий, ну, мне на ум приходит фильм «Вавилон», да, ну, конечно, хорошо там и вопрос глобализации, в общем-то, демонстрирует, но и применительно к вот этой вот к вопросу о событийности тоже очень неплохо показывает, каким образом, в общем-то, событие, какой цепочкой причин оно может быть вызвано, и, соответственно, что это событие заранее не просчитываемо. И, соответственно, говорить о какой-то, опять же, внутренней логике мы не можем в силу того, что мы не в состоянии эту логику представить. И, собственно, и чем тогда история отличается от постистории? Тем, что постистория признает и фиксирует эту фрагментарность. Что история есть фрагментарность традиции, впервые сказала, наверное, Ханна Аренд. Она вообще довольно многие мысли по поводу истории в постмодернизме, в общем-то, предвосхитила. Вот это вот тоже еще одна мысль, которая, в общем-то, довольно универсальна для философии истории конца 20-го, начала 21 веков, что главное, что происходит в философии истории, это тот самый разрыв традиции, который так совершенно ощутимо наступает во второй половине XIX века, но переживается на протяжении всего века XX. Разрыв традиции как в смысле такой сугубо интеллектуальной традиции, да, то есть это разрыв с классической философией, основными ее посылками, критика там, логоцентризма и же с ними. Но это и разрыв такой во многом антропологический, да, в понимании самого человека. Все-таки две мировые войны не могли не повлиять на само как бы, понимание гуманизма, на понимание прогрессистских концепций истории, то есть что является критерием прогресса, да, то есть совершенно очевидно, что то понимание прогресса, которое сформировалось там в век просвещения, ну и чуть позже, уже коренным образом отличается от того, что вкладывается в понятие прогресса сейчас.
Ну и, соответственно, все те как бы техницистские концепции истории, которые были предложены, мы о них тоже говорили, по-моему, в прошлый раз, они тоже оказываются не то чтобы несостоятельными, но не затрагивают само существо истории. То есть вопрос о таком повороте, развороте, точнее, мысли в плане того, что есть история как личная. Не личность в истории, да, как это было в марксизме, а что есть такого в истории личного. И я вам приводила концепцию Анкерсмита в этом смысле с понятием исторического опыта. Вот это тоже совершенно такой интересный разворот, как бы во многом вытекает из вот этого, из критики постмодернистами самого понятия нарратива, да, и истории как метанарратива. Так вот, вот это вот вопрос личного разворота и вопрос осмысления исторического опыта во многом коренится на анализе событийности. Что составляет мой личный исторический опыт и, соответственно, что вызывает к жизни этот исторический опыт. И, соответственно, так ли важна вообще сама фигура субъекта-историка для истории как определенной дисциплины. Ну и отсюда множество проектов концепции микроистории. Ну, тут довольно популярное сейчас, в общем-то, направление, и, в принципе, уже так где-то становится полуакадемическим, связано с тем, что есть целый ряд направлений, ну, у нас это условно называется, по-моему, краеведением, да, когда историки, ну, с высоты своей специальности там, не хотят заниматься, не имеют времени, там, возможности сидеть в архивах всяких там местечек, малых городов, предприятий и так далее, но этим вполне могут заниматься там, энтузиасты-любители, местные там, краеведы, гиды, ну, в общем, не безразличные люди. И в этом смысле их работа является не менее исторической, научной и значимой, чем то, что ну, называется академической историей. И это вот этот проект микроистории, в общем-то, как раз вытекает из этой постмодернистской критики большой истории. Истории как такого логоцентричного проекта. И, соответственно, разделение на истории, как бы, так, на большую историю и малую. Ну, а это, как бы, в свою очередь, коренится ну, в довольно традиционном разделении да, на... Ну, собственно, откуда это разделение берется, из разделения на сакральное и профанное. В этом смысле как бы всемирная история, в общем-то, является наследницей как бы, священной истории. И еще один момент, который фиксирует постмодернизм, это, естественно, что история есть нечто нелинейное. Это мы с вами тоже упоминали уже как-то, но теперь знаем, откуда, в общем-то, это идет. История собой представляет принципиально нелинейный проект. История не может быть прочитана, не может быть прочитана, пересказана, транслирована как некая единая всеобщая история или универсальная история, потому что она собой представляет просто фантастическое наслоение, наложение всевозможных культурных обломков. И, соответственно, не может быть как бы отзеркалена, не может быть передана. То есть даже если представить вот эту вот событийность и процессуальность, то есть если бы даже мы там попытались задать ей какие-то рамки, то столкнулись бы с тем, что вот это вот наслоение всевозможных культурных кодов, оно настолько перекрывает друг друга, что мы, как бы, попробовав наложить это зеркало, не получаем однозначно как бы, картинки. Ну, то есть я вот кладу, допустим, ну, вот это одна культурная традиция, это другой культурный обломок, это третий. И если мы вот сверху попробуем, а вот это вот как бы позиция историка, то очевидно, что верхняя перекрывает часть вот этого культурного кода, да, который оказывает непосредственное влияние на вот эту событийность. Соответственно, вот эта позиция историка, она заведомо, как бы, ну не то чтобы проигрышна, заведомо не объективна.
Соответственно, исторических традиций, способов трансляции истории может быть много и должно быть много. И в этом смысле художественная литература не сильно уступает там, научному тексту. То есть это вопрос выбора жанров, это вопрос там, способа подачи информации. То есть это вопрос, в конце концов, как бы дисциплинарной привычки, но отнюдь не вопрос объективности. И если, ну и мы знаем, что как бы есть несколько таких красивых идей, вспомним того же Умберто Эко, его «Имя Розы», да, то есть это хорошее литературное произведение с очень мощным, ну понятно, там философским, религиозным, но историческим подтекстом. И по уровню там, концептуальности, по уровню доказательности, там, привлечения источников, эта работа мало чем уступает там, многим как бы, научным произведениям. Да? Так, это кратко, наверное, что касалось вот этих граждан. Какие-то вопросы, соображения, возражения? Вот. Сама вспомнила, что с этого хотела начать, но, естественно, забыла. Это, естественно, позиция Фуко и его идея эпистемы. Да? Археология знаний, в общем-то, самое известное его произведение, в котором, собственно, понятие эпистемы рассматривается, упоминается, в общем, Фуко не так активно пользовался, скорее его комментаторы уже, да? Это мысль о том, что, в общем-то, наше познание совершенно жестко ограничено определенными историческими эпохами, в том плане, что каждая эпоха, каждая, ну или он как называют, ну в научном знании, каждая эпистема сформирована в определенный момент времени определенными, часто совершенно случайными источниками, мотивами, какой-то своей внутренней логикой. И, в общем-то, эпистема появляется в общем-то, ниоткуда и довольно резко заканчивается. И каждый раз, описывая новую историческую реальность, ну, в нашем случае мы говорим о определенном там, исторической реальности или определенном фрагменте прошлого, то есть каждый раз мы как бы изобретаем, открываем новый способ описания этой действительности, производим новый перечень реальности. То есть нет и не может быть никакой традиции или преемственности в историческом знании. Когда заканчивается как бы классический способ описания, на смену ему приходит нечто совершенно иное. И, соответственно, говорить о том, что, ну, к примеру, в исследовании там, Древнего Рима у нас есть определенная там, преемственность, да, там, ну, начиная там, от Момзена, Дройзена и вот до наших дней, там, последних этих, совершенно невозможно, поскольку сами посылки, сам способ организации знаний коренным образом отличается. Вот сейчас, наверное, все. Ну, вопросы, комментарии. Ну, в принципе, это постмодернистский период. В общем-то, связан, опять же, с переходом Фуко и других структуралистов к постструктурализму. То есть это было связано, конечно, со многими историческими сдвигами. И выражалось в своеобразном бегстве от структуры. Вот. Леотар, который первым, так сказать, признал себя постмодернистом и, значит, начал трактовать эпоху постмодерна как изучаемую исключительно через постмодернистские приемы, он первым, значит, задал такую тенденцию, что структура, значит, заключается и связана с репрессированием свободы мышления. Оказалось, что тоталитаризм
берет начало, 20 века, берет начало от просвещения. Просвещение задало, значит, философии такую тенденцию, при которой история трактовалась как развитие разума и движение от неразумности к разумным устройствам общества. Значит, вот эта трактовка, попытка сделать историю разумной, она привела к ужасным последствиям. И Леотар первым, значит, выдвинул такую мысль, что необходимо отказаться полностью от метанарративов. Вот, метанарративы, они приводят к репрессированию мышления, а через него к возникновению репрессивных социальных структур. Дальше, значит, эту тенденцию продолжили другие постмодернисты, в частности, Делез и Гваттари. Жиль Делез и Гваттари. Гваттари был известным психиатром, и Делез взял его в соавторы для того, чтобы провести вот мысль, провести свою уверенность в том, что эпоха постмодерна должна отказаться от вот этого культа разума и взять за основу человеческой психики иррациональные процессы, отказаться причем и от иррационализма Фрейда, Юнга, Адлера и так далее. Отказаться от вот этого давления, значит, давления вот этих структур. Естественно, что Делез выдвинул в качестве альтернативы, Делез и Гваттари в книге «Капитализм и шизофрения» показали, они были крайне левыми философами, они были связаны с движением новых левых, и они фактически настаивали на том, что капитализм – это репрессивная система. Она так же репрессивна, как и советский коммунизм, и она связана с тем, что те, кто обладает властью, лишают свободы тех, кто на них работает. И поэтому, значит, альтернативами является, значит, есть шизофрения как болезнь, а есть шизофрения как сопротивление давлению. И поэтому, значит, эпоха постмодерна связана с тем, чтобы, значит, противопоставить вот этому диктатуре разума, диктатуре рациональности своеобразную позитивную шизофрению. Недавно вот по этим вопросам защитился, вернее, не недавно, где-то уже полгода прошло, защитился российский философ постмодернизма у нас в Беларуси. Я участвовал в обсуждении. Вот. Да. Значит, фактически, да, и еще одна фигура очень интересная, это Бодрияр. Давайте как-то совсем так основную идею, которую вы хотели донести, хорошо? Бодрияр кажется своего рода ортодоксальным постмодернистом, потому что он употребляет вот эти новые категории постоянно. Значит, постмодернисты выдвинули такие философские категории для объяснения, даже не для объяснения, а для блокирования объяснения исторических процессов, как симулякр.
все, что было связано с классической философией, это симуляция, это, значит, ну и философия истории. Это симуляция, это своего рода изображение несуществующих объектов. Вот. Значит, затем ризома – это растение, которое лишено корней и само по себе представляет сплошной корень. То есть убрать корни, перестать исследовать корни исторических процессов. Вот. Бодрияр видит в этом подходе постмодерн, он сильно отличается от других постмодернистов. Он современный период истории видит совсем по-другому, как постапокалиптическое, значит, состояние общества. То есть апокалипсис уже произошел. И дело очень плохо. То есть он трагически воспринимает эпоху постмодерна. Ну, если в мое время из техномодерна продолжить. Хорошо, да. В принципе, будет еще Можно время. вопрос задать? Да, конечно. Ну, действительно, мы знаем, что вот, религиозный концепт ризомы, то есть, как было уже указано, такое растение, не имеющее корней, но при этом разрастающееся в разные стороны. Я просто хотел вот у вас спросить, вы сказали, что что отказ от логоцентризма в новейшей философии вместе с тем не предполагает отказа от причинно-следственной интерпретации. То есть возникает какой-то новый неодетерминизм. Я хочу спросить, а в какой связи находится, ну, в каком смысле этот неодетерминизм можно определить, если вот ризом предполагает разностороннюю направленность, и чем тогда это будет отличаться от, ну, скажем, позитивистской интерпретации истории, тоже собирающей там отдельные факты, объекты. Вот, то есть какая там может быть внутренняя связь органическая присутствует, вот, которую философы могли бы выявить, если отказываются от того же логоцентризма, так сказать, корни всех бед. Ну, то, что они называют неодетерминизм, это фактически антидетерминизм на деле. Знаете? Я тут то есть и соглашусь, и не соглашусь со Львом. То есть здесь нужно различать сам пафос, да, постмодернистов и попытку сформулировать вот эту идею неодетерминизма, где мысль проводится такая как бы следующая, что нельзя сказать, что то или иное событие появляется вообще из ниоткуда. То есть оно обусловлено целым рядом крайне сложно переплетенных причин. И в этом смысле оно чем-то детерминировано. Да? Но мы не можем указать, что из событий является основным, допустим. Мы даже не можем назвать там, ряд фактов. Мы из целой кучи факторов не можем назвать даже основные, которые определяют то или иное событие. И чем больше мы как бы узнаем этих фактов, то есть здесь единственный путь, да, то есть копать все дальше, дальше и дальше, находить все больше вот этих корешков, самых разных. А поскольку традиции крайне совершенно катастрофическим образом являются перепутанными, то мы, как бы познавая нечто там одно, одновременно познаем все. Но почему я где-то соглашусь со Львом, что за этим пафосом, в общем, стоит довольно как бы серьезная, сугубо практическая задача. То есть как это, в общем-то, осуществляется на самом деле. Ну, то есть как в реальном научном произведении это будет осуществлено. Потому что, в общем, при всем уважении как бы, к постмодернистам, там, ну, признавая их, конечно, колоссальную работу в плане вот, критики, то есть обнаружения вот этих вот всех логоцентричности, европоцентричности традиций, да, там, ее маскулинности, ну и нагруженности всеми вот этими прочими измами, все равно как бы они остаются во власти того же самого языка, да, они остаются во власти своего собственного нарратива, который имеет свою собственную логику и имеет определенный тоже центризм.
То есть, когда постмодернизм только, в общем-то, появился и был так весьма популярен, вот эта вот критика всего и всея, она была действительно, ну, очень полезна. А впоследствии она выродилась во многом в то, что Слоттердайк назвал циническим разумом. Да? То есть, когда есть только критика, но что стоит за ней, то есть, какой следующий ход? То есть, мы разгребли эти конюшни, мы осознали там глубокую ошибочность целого ряда своих там каких-то, казалось, там, незыблемых традиций, но что на смену? То есть, ну, что-то до определенной степени мы можем проследить, но, опять же, достаточно ли эта степень, ну, и так далее, и так далее. Я просто этому говорю, что отсутствует вот эта мета-установка, то есть, вот, например, как там у Канта противоречие свободы, природы, там, у Гегеля там эманация духа, а здесь, как бы, ну, я не нахожу какого-то критерия, ну, так сказать, позитивного, который бы мог бы позволить интерпретировать все в какую-то одну последовательную, хорошую, сграбную теорию. Да, и вы, когда вы вспомнили тех же позитивистов, ну и всю традицию философии языка, то есть, в общем-то, они во многом схожим образом действуют. То есть, если посмотреть, как анализируют философию истории в рамках англосаксонской традиции, то, ну, понятно, что там есть ряд посылок, которые серьезным образом там их отличают, но вот на взгляд, в общем-то, профана, то есть если вас там не интересует философия языка вот как предмет всех жизненных устремлений, а просто посмотреть сам подход, саму тематику, они действительно очень схожи. И, например, тот же Анкер Смит, когда рассматривает, да, он совершенно там спокойно в одной главе анализирует, там, рассматривает Рассела и постмодернистов, потому что подход к вопросу о нарративе, они действительно очень сходный. То есть, что есть ну, сосредоточенность на языке и полный отказ от вот этой попытки даже рассмотреть реальность. Ну, еще один вопрос. Вы говорили, что анализ истории в концепциях постмодернизма разворачивается, ну, в таких ее элементах, как события. То есть это получается, можно сказать, что это такая хайдеггеровская рецепция? То есть это открытие Хайдеггера, вот такое вот понятие события? Нет, это скорее тут, ну, связь-то, понятно, через Сартра и Мерло-Понти есть, но это скорее все-таки вот идея повтора, дежавю и... Ну, следа, то, что Derrida там след говорил. Ну, просто я думаю, сами же как бы структуралисты, они не предлагали такого понятия, вроде бы у них не было понятия, насколько я помню, события. Они критиковали структуру, но вот такого чего-то не выделили. Ну, вот, это уже Хайдеггер там выделял там события и не события, там, бытие. Вот, то есть... Вот эта концепция событийности в постмодернизме, она как бы как преодоление феноменологии где-то. Ну да, шла. да, в общем-то, я тоже так думаю, что я тоже про себя думал, ну, может, это еще там от жизненного мира, где-то там все это, ну, да. Да. Она имеет очень длительную историю, особенно в 20 веке. Это и Поппер, кроме событий и их частичных причин, ничего вообще в истории нет. Мы не можем проследить никаких законов, никаких, значит, существует событие, оно конкретно вызвано, множество событий, наслаивающихся друг на друга, а значит, каждое событие вызывается какой-то локальной причиной, а потом эта причина исчезает. Нет, это понятно, просто я все-таки хотел бы отличать, что вот есть там в позитивизме факты и есть вот, ну, скажем, события, то есть это не одно и то же. Ну, это общий как бы тренд критики вот этой исторической связи, но совершенно с разных позиций. То есть я бы, конечно, не смешивала. То есть как бы Поппер себе, эти граждане себе. Ну, конечно, они различаются, но все они едины в своем антиисторизме, по существу. Ну, я бы опять же не согласилась, что это такая антиисторическая позиция. Мы в прошлый раз немножко говорили об антиисторизме, да, самом вот этом пафосе. Во многом то, о чем говорят постмодернисты, и в общем эта идея и на сегодняшний день является довольно актуальной, это вопрос скорее не сколько преодоления историзма, сколько вопрос преодоления европоцентризма. И во многом вот кризис философии истории середины, вот, который начался где-то вот с 50-х, 60-х годов, именно связан с этой идеей преодоления европоцентризма.
Во многом же критика постмодернистская против этой идеи была направлена. Кроме того, тут тоже прекрасно понимаем, что, говоря об истории, мы не можем не принимать в расчет сам контекст. Да? То есть, в зависимости от которого те или иные теории оказываются на слуху, а какие-то уходят все дальше и дальше. То есть, в общем-то, довольно простая теория стадии Ростоу в связи с промышленным бумом формирования нового общества потребления вдруг становится совершенно мейнстримом и таким своего рода мерилом. Да? То есть с ней сравниваются от марксовой концепции до концепции модернизации. То же самое во многом происходит, то есть ситуация постмодернизма хорошо накладывается на падение биполярного мира. Равно как теории Фукуямы, потом Хантингтона, они описывают, в общем-то, достаточно такую локальную ситуацию к самого конца 80-х, начала 2000-х годов. Неплохо вписываются, неплохо ее объясняют. В этом смысле мне лично очень, так сказать, забавна фигура Хантингтона. В общем, когда вышла его работа «Столкновение цивилизаций», это самый рассвет мультикультурализма. То есть о мультикультурализме и диалоге не говорили только что из утюгов. То есть отовсюду это раздавалась эта мысль. И когда вышла эта работа Хантингтона «Столкновение цивилизаций», я не помню ее год, но, в общем, на русский она уже была переведена где-то в году 2000-м, так точно. И он стоялся, конечно, совершенно особняком, с таким мрачным, пессимистическим пафосом о том, что весь этот мультикультурализм – это полная ерунда, то есть рано или поздно мы снова вернемся, то есть будет разлом, но не экономический, как, в общем-то, говорилось во всех концепциях модернизации, после действительно падения биполярного мира, разрыв, в общем-то, все пришли к выводу, что есть этот правильный взгляд, пусть это хорошо назовем это идеологией, да, но, в общем-то, сейчас сольются и все культурные различия, и все будет нормально. А Хантингтон говорит, что ничего подобного. Определяется не политическим строем, не экономическими какими-то факторами, все определяется, в общем-то, цивилизационным или культурным фактором. И скоро мир разделится на целый ряд цивилизаций. Он их 11 выделял, тоже где-то там. И тоже очень хорошо говорил о том, что будут страны ядра, он в этом смысле совершенно в ином смысле использовал понятие ядро-периферия по сравнению с мирсистемщиками в своем значении. Но очень хорошо указывал, какие цивилизации будут достаточно однородные и, кажется, так скажем, выигрышные позиции, а какие будут достаточно расколотые. Он, когда говорил о восточно-православной цивилизации, он говорил, что тут вопрос лидерства, что на эту роль могут претендовать и Россия, и Украина, но и между ними возможно, то есть между этими претендентами на роль центра возможно очень серьезное трение. То же самое он говорил и про исламский мир, точнее мир Ближнего Востока. Он говорил, что, посмотрите, ведущие позиции, вроде как, точнее, такие традиционные позиции занимает Иран, но там совершенно иного толка ислам. И, соответственно, не может быть концепт, то есть вокруг него группировки не будет. И, соответственно, не будет какого-то выраженного центра, и центр будет переходить. И в этом смысле его работа, опять же, с кучей теоретического плана оказалась самой пророческой. И в этом плане его идея конца истории оказалась гораздо реалистичнее, чем идеи Фукуямы, которая на тот момент, опять же, с всех утюгов транслировалась от и до. Но через какое-то время это снова будет преодолено. Как еще 15 лет назад постмодернизм был у всех на слуху, и эта идея преодоления истории, о том, что история есть только нарратив, и история есть история есть порождение 19 века, она отыграла, философия истории отыграла все свои сценарии, и она останется сугубо такой научной дисциплиной для избранной, что называется. То есть там идет какое-то накопление фактов, люди чем-то там занимаются, но, в общем, ничего более судьбоносного за историей стоять уже не будет. Опять же, такой во многом гегелевский пафос. То есть все, что должно было, оно уже реализовалось.
Если логика есть, история, она себя уже должна была обнаружить. Выбирайте, напридумывано миллион концепций, выбирайте, что называется, себе на вкус. Но говорить о чем-то одном невозможно. Посмотрите, какой там разнообразный мир. Посмотрите на там, новое восхождение Китая, у которого своя совершенно не европоцентричная логика, да, объяснение всего, что происходит в мире. Или там на арабский мир, у которого тоже своя версия той же всемирной истории. И их уравнивать совершенно невозможно. И это естественно, если они все будут сосуществовать рядом. Вот эта вот идея так довольно долго была актуальной, даже когда речь шла о формировании там, глобальной истории, то вот один из главных вопросов был, как вот эти совершенно разные как бы, цивилизационные подходы к интерпретации истории можно вообще как бы, составить какой-то единый проект. Но прошло время, и сейчас говорить о каком-то едином проекте вообще крайне сложно. И сама тема вот этой как бы, всеобщей истории, глобальной истории, она вот прямо на наших глазах отходит уже на второй план. Хотя еще там даже 3 года назад это было очень актуально. Сейчас скорее куда более значимыми являются, казалось бы, уже давно отыгранные этнические вопросы в истории. То есть вопросы этноса, ну то есть когда там Харт и негры писали Балибар, да, раса, нация, класс. Это было очень интересно, но довольно маргинально. Ну, точнее, вот в этой связке, то есть там раса, нация и класс, это ну, как бы хороший левый ракурс, в общем, можно исследовать. Как бы интересно почитать. Но вот это вот раса и нация, это казалось, отсюда остался, казалось бы, актуальный только термин раса, как связанный с расизмом. Да? Ну, достаточно прикладной такой, очень важный, но достаточно прикладной аспект. А сейчас мы видим, что вопросы не просто там нации и расы, вопросы этноса, этнического, трайбализма, они вдруг становятся гиперпопулярны. И идет, ну а поскольку, в общем-то, в 20 веке крайне мало этим занимались на, я имею в виду, высоком теоретическом уровне, понятно, что там в рамках этнографии, антропологии и прочего, ну, достаточно богатый материал, даже социологии, там, ну, как бы, когда социология малых групп, допустим, различные районы компактного проживания там исследует, да, или там Human Geography, даже как бы шведское изобретение. То есть это как бы материал накоплен, но какой-то такой теории реальной, что сейчас собой представляет там нация, как она может быть осмыслена. Эти как бы ответы, они формируются вот прямо сейчас. И вот это то самое актуальное, что есть на данный момент в философии истории. Даже не вопрос как бы цивилизационного выбора. Вот это было актуально еще вчера, что называется. Хотя и остается, ну, как бы, опять же, дискуссия о Ближнем Востоке. Все равно остается в повестке дня. Но даже для благополучной Европы, как бы основного поставщика идей, вопрос этноса и вопрос нации вдруг становится ну, крайне актуальным, иногда вопросом выживания. Как бы комментарии в строку, ну не в тему. Эти вопросы не могут не становиться самыми как бы, важными и злободневными, потому что как раз сегодня читала статью о состоянии там, малых городов, глубинки в Британии. И в качестве примера приводится один городок в западном Йоркшире, а это, если вы себе представляете, ну, да, Британия, это без Шотландии, если установить, да, представить, то это северо-восточный угол самый. То есть это такая довольно серьезная глубинка английская. Так вот, там есть, ну, просто в качестве примера приведен городок, не помню точно как он называется, в котором чуть больше 4000 жителей. Так вот, собственно, белых британцев там всего 43 человека. Все остальные это мусульмане самого там разного толка и происхождения, как с Ближнего Востока, так и пакистанцы. И, соответственно, вот эта проблема, то есть понятно, что есть крайне мультикультурный Лондон, но есть и другая ситуация. И вопрос с гомогенностью
он становится вопросом совершенно насущным для той же Британии, потому что гомогенное население там, где компактно проживает исламское население. Все остальное это вот как раз мультикультурное в лучшем случае. Ну и, соответственно, вопрос о том, что собой представляет, в общем-то, вот этот процесс сближения наций, этносов, осуществляется ли он на самом деле, отсюда как бы интерес к историческим контактам между нациями, вопрос об историческом наследии, в том числе имперском наследии, тоже как бы выходит на первый план, то, о чем было неуместно говорить еще даже 10 лет назад, потому что это было нетолерантно. Ну и в этом смысле мы попадаем как бы в определенную ловушку интеллектуальную. Она связана с чем? Что если мы начинаем идти за вот этими как бы европейскими интеллектуальными трендами, их нельзя не знать, чтобы быть профессионалом, в своей области, мы идем немножко не за теми как бы традициями, которые, и интеллектуальными вызовами, которые важны для нас сейчас. Для нас, в смысле, как для жителей определенной страны, находящейся в определенной историко-культурной ситуации. То есть, как бы те вызовы, которые стоят перед Францией или Британией сейчас, это не наши вызовы. И получается, что, с одной стороны, мы вроде как варимся, изучаем самые новейшие какие-то вещи, пытаемся унюхать самые горячие тренды, но это оказывается, то есть мы совершенно в другую сторону идем. И вопрос о формировании собственного как бы концептуального аппарата, которым мы можем пользоваться для анализа наших собственных реалий, он становится как бы все более и более как бы открытым. И, соответственно, как бы наши профессиональные историки, они в еще более сложной ситуации находятся. Историки, в смысле дисциплинарности, люди, которые диплом получают с соответствующей записью. Потому что, как бы у нас, понятно, по довольно как бы старым схемам и планам, как бы это все дело изучается. И попытка повысить свой как бы профессиональный уровень может еще дальше во многом завести тебя от анализа своей как бы наличной ситуации. И в этом смысле анализом ближайшего прошлого чаще и эффективнее занимаются даже часто политологи, нежели историки. Вот это тоже такой очень интересный момент в философии истории, что, собственно, как бы продукт, то есть теория объяснительная и предсказательная в том числе, я в прошлый раз вам говорила, что вопрос предсказания становится важнейшим критерием теории в историческом знании. Почему? Потому что задним числом мы можем придать логику абсолютно любому прошлому. То есть мы можем действительно создать такой нарратив, где вся история – это вопрос о происхождении пуговицы, к примеру. Можем при желании написать и такую историю. Соответственно, критерием становится не только четкая, то есть вся вот эта дисциплинарная организация, а вопрос и о том, какая предсказательная сила есть в той или иной теории. То есть если мы уже вообще стоим в принципе на позициях историцизма, то бишь мы понимаем, что мы есть некий продукт прошлого, и, соответственно, все, что мы делаем, это является не отрицание прошлого, не его преодоление, а переработка прошлого и его трансляция. То есть мы одновременно сами становимся таким же прошлым, то вот это вот вопрос познания истории и, соответственно, возможности делать на ее основе какие-то прогнозы, это вот еще один как бы очень важный тренд в современной философии истории. Наряду с вот этим вот, то есть я бы выделила несколько таких основных поворотов. Это, конечно, вопрос еще раз повторюсь, вопрос личного в истории, личного опыта, исторического опыта, вопрос о происхождении этой ностальгии. Не так много людей, которые, в смысле теоретиков, которые этим вопросом занимались. Это
Следующий момент – это от мультикультурализма к этническому во всех его проявлениях, и вопрос о силе, там, степени, возможности предсказания на основе исторических теорий. Вот, наверное, пожалуй, как бы основное. Я с радостью послушаю ваши реакции. Ну, тут необходим, конечно, синтез историологии, социологии и политологии. Без такого синтеза мы не имеем методологической базы для того, чтобы определять дальнейшие тренды в историческом развитии. И, конечно же, в этом плане постмодернизм, конечно, совершенно не подходит. Потому что он разрушителен. Он разрушает даже самую возможность каких-то объяснений или понимания истории. Нет, Лев, извините, я с вами не соглашусь. Посмотрите на работы Фуко. Его историю безумия, да, историю власти. Прекрасные вещи с точки зрения, в общем-то, исторического Это все было познания. написано, когда Фуко был структуралистом, а не постструктуралистом. А когда грянула такая эпоха всеобщего нигилизма, транслируемая огромными массами, которые во всем разочаровались, Леотард прямо говорит, что постмодернизм – это результат, так сказать, 20 века с его разочарования в прежних, так сказать, ценностях, значит, вследствие того, что вследствие двух мировых войн, значит, столкновения двух систем, которые чуть не привело к мировой катастрофе и грядущей экологической катастрофе. Это, прежде всего, философия разочарования. Разочарование в европейских ценностях, разочарование в демократии, разочарование вообще в науке. Отсюда, значит, критика огулом всех наработанных за долгие века категорий, понятий и так далее. Ну, понимаете? Это работа Леотара во многом такая, как это называется, ой, господи, как это называется, когда пишут, манифест, со своими, в общем-то, задачами, да. Посмотрите на работы Фуко или на работы Умберто Эко. Ну, это тоже постмодернизм, но у него есть интереснейшие научные именно решения, связанные, например, с изучением рекламы, с изучением, значит, ее роли в Нет, понятно, но и вместе с тем мы знаем, что Эко – великолепный историк Средневековья. Да, в том-то и дело. Он как бы сочетает в себе постмодернистские, так сказать, я бы сказал, заблуждения с очень глубоким, значит, продолжением вот этой замечательной традиции, идущей от аналов, то есть ментальный детерминизм, так, детерминация ментальными процессами, происходящими в обществе. И кроме того, вот если мы возьмем его дискуссию с кардиналом Мартини, вот, он стоит на позициях, в общем-то, секулярного гуманизма. Это тоже очень важный момент. А секулярный гуманизм резко отрицается постмодернистами. Понимаете? Так что тут очень сложный вопрос. Ну, безусловно. И, в общем, когда мы говорим о постмодернизме, да, то понимаем, что это достаточно неоднородная и ситуация историческая, и неоднородное течение. В общем, постмодернисты самой своей как бы интеллектуальной деятельностью показали, что, в общем, действительно все нелинейно, да? И у каждого своя достаточно оригинальная концепция. И говорить, что вот они все огулом все отрицают, ну, как бы тут... Нет, они отрицают прежде всего. Да, они огулом отрицают, это нигилизм, так сказать, но он проистекает из давления массового сознания, которое тоже во всей Европе, включая и нашу, так сказать, задворки Европы, где мы сейчас живем, значит, крайне нигилистическую тенденцию.
которое вызвано вот этим разочарованием. Значит, постмодернизм – это прежде всего философия разочарования, она подыгрывает вот этим массам. Вот. А с другой стороны, критика потребительства, которая фактически подыгрывает потребительским настроениям. Значит, попытка позиционировать себя в качестве неодетерминистов, отрицая по существу коренным образом всякую детерминацию исторических явлений. Почему? Потому что каждый нарратив волен предлагать такую детерминацию, пусть он ошибочен, потому что вообще объективной реальности, исторической реальности не существует для постмодернизма. Ну, надо сказать, что все, значит, авторитетные классические постмодернисты уже в могиле. Ну, вот. это тоже. Да, и ну, на смену им никто не пришел. Никто не пришел. Ну, надо, заканчивая дискуссию о современном состоянии философии истории и влиянии на это все дело постмодернистов, нельзя не отметить вот еще какую штуку. Постмодернисты были чуть ли не единственные в последней трети 20 века, которые уловили одну такую очень важную интуицию. Когда все дружно рассказывали, ну, то есть стояли скорее на позициях экономического детерминизма, у них была интуиция, что не сводится все к экономическому детерминизму. И мы сейчас видим во многом именно это их правоту, что когда, казалось бы, вот он, ну, полный рассвет консюмеристского общества, вдруг оказывается, что идеи живее всех живых. В том плане, что именно за идеями люди идут, и люди готовы погибать за идеи. В общем, расцвет вот этого вот, опять же, этнического и национального, он, собственно, вокруг вот этой идеи нации. Это нации или религии, как, ну, в случае с исламским государством, да, вот это оказываются опорные пункты. Можно по-разному относиться к тому, что происходит в России, но стержень выстраивается сугубо как бы идейный. То есть вдруг выясняется, что когда все считают, ну, как бы это была абсолютная уверенность всех, что в битве телевизора и холодильника однозначно победит холодильник, вдруг оказалось, что все не так. И в этом смысле вот это вот пафос идеи, роль вот этого духовного, ну, по-разному можно называть, там, культурного фактора оказалась, ну, просто гораздо более значимой, чем весьма многие предполагали. Не то, что постмодернисты так уж восхваляли эту мысль об идеях отнюдь, но они, по крайней мере, не стояли на позициях экономического детерминизма. И вот это тоже очень важно помнить, что они, по крайней мере, были той отдушиной, той возможностью ну, как бы анализировать, и, в том числе и историю, анализировать современную культуру, не стоя только на позициях вот этого как бы экономического детерминизма, не сводя все к тому, что прогрессивный Запад, молодец, добился более высокого расцвета культуры, и, ну, как бы базы, да, экономической, и все дружно, в общем-то, потянутся туда, ну, на чем, собственно, стояли там от Фукуямы до ну, куча народу, да, мы их всех перечисляли. Ну и последнее, о чем мы сегодня, я надеюсь, поговорим, в оставшееся мало времени, это можно ли понимать историю как пространство символического. Я даже могу вам рассказать, откуда, собственно, лично у меня очередной раз возник этот вопрос. Мы с вами в начале нашего курса беседовали о том, что такое место памяти, да, как оно может пониматься, что оно собой может представлять, и вопрос о том, является ли место памяти чем-то совершенно символическим, да, ну, например, как бы местом памяти может быть дата. И в этом смысле совершенно не важно, где вы празднуете 3 июля. Да? Вы можете идти с цветами к памятнику, а можете вообще дома сидеть за столом и перебирать там альбом с фотографиями или не перебирать. В том плане, что вы как бы к месту не совсем привязаны. В данном случае как бы роль места памяти выполняет конкретная там дата. Но вопрос о том, может ли как бы вообще без привязки к месту существовать
вот это самое место памяти и какую как бы историческую географию задают места памяти, у меня возник, когда я шла по улице Октябрьской и посмотрела, очередной раз увидела, куда занесли фрагмент стены Цоя. Ну, вы знаете, в Минске, где это находилось, да, а потом при реконструкции как бы перенесли. И где ну и сейчас как бы это маленький фрагмент на улице Октябрьской. И, соответственно, я очередной раз задалась вопросом о том, как мы меняем вот это наше восприятие истории, меняем вот эту историческую географию и насколько как бы это вообще допустимо, насколько это правильно, имеет это значение или не имеет. То есть как бы вот это самое, как меняется это пространство символического. И что собой представляет, ну, я вам в свое время рассказывала, да, что история – это не только вопрос о времени, история – это всегда и вопрос о пространстве. Что собой представляет наше историческое пространство? Наша, если вы имеете в виду Республику Беларусь, то здесь разорванное символическое пространство. То есть государство навязывает свое символическое пространство в виде своей государственной идеологии, которая находит, так сказать, ну, отзвук у большинства населения. Вот, потому что далее символическое пространство националистическое. Это значит, символы, значит, ну, собственно, у нас либералов с националистами общее историческое как бы пространство, потому что мы действительно ну, помним и воспроизводим память о Великом княжестве Литовском. Нет, а почему и так далее, и так далее. Почему либералы воспроизводят эту память? Нет, мы действительно, это для нас святое, потому что действительно мы значит, в своей символике, так сказать, мы согласны с националистами в таких символах, как погоня, бело-красно-белое знамя и так далее, национальными символами. Согласны с ними в воспроизведении, так сказать, исторических фактов забытая история. То есть Великое княжество Литовское, о котором сейчас десятки книг пишутся, значит, это было время свободы. Для нас это время свободы. Вот. Это время, значит, своеобразной средневековой демократии и так далее. Вот. Но мы резко отличаемся от символического пространства националистов в том плане, что они, значит, их деятельность, она связана с установлением своего рода монополии на культуру, значит, с символикой, связанной с тем, что, значит, необходимо чуть ли не силой заставить людей, горожан говорить по-белорусски, на мове. Вот. Это нарушение прав человека, опять же. Вот. Значит, перевести всю документацию на белорусскую мову. С этим мы не можем согласиться. Для нас история есть эволюционный процесс. То есть фактически националистический дискурс в Беларуси, он сильный действительно. Он представляет собой сейчас более сильную альтернативу официозу, чем то, что мы предлагаем. Вот. Потому что... Ну, Лев Владимирович, да. я понимаю, вы говорите о себе как бы от имени всех либералов. Нет. Я хорошо знаю либералов белорусских, очень хорошо. Я с ними со всеми знаком, дружил. И я фактически был тем, кто во времена начала 80-х и до середины 90-х фактически возглавлял либеральное течение в Беларуси. Мы создали огромный политический клуб, где собиралось более 1500 человек. Значит, мы проповедовали, можно сказать, идеи демократии в Беларуси и либерализма, соответственно.
Хотя демократия не зацикливается на либеральных ценностях, она есть некий синтез или конкуренция между либеральными, социал-демократическими и неоконсервативными ценностями. Так? Это уже Лев Владимирович, по существу. Пока... Вот. То есть у нас пространство разорвано на 3 части, символическое пространство. И между ними идет, ну если мы еще с националистами, так сказать, как-то находим общий язык, хотя, когда я помню, вспоминаю Поздняка, то есть не у меня и у многих, так сказать, либералов, которые со мной начинали либеральное течение, ничего общего в символическом пространстве не было, нет и не будет. А я все-таки вмешаюсь. Вот, то, что говорит сейчас Лев Владимирович, вот на что обращу ваше внимание. Я раз не случайно поставила вопрос именно о пространстве. Да? Мы привыкли все-таки, когда мы говорим об истории, понятно, говорить о времени. А когда мы говорим о Беларуси, неважно с какой позиции, мы точно так же начинаем говорить о времени. По сути дела, то, о чем сейчас говорит Лев Владимирович, это разное понимание исторического времени. Что в него включается, какие точки там важны и так далее. Это, в общем-то, совершенно естественная и возможная позиция. И, в общем, в идею, концепцию Пьера Нарапа «Местам памяти» она вписывается отлично. Но есть еще какая штука. Помните, когда мы с вами говорили о межсистемном анализе и о Броделе, упоминали, что еще очень интересный, важный момент современной философии и истории – это установление горизонтальных связей. Вот, собственно, обнаружение того самого пространства. И в этом смысле, если мы начинаем думать о пространстве символического, да, вот применительно к современному Минску, вот здесь и сейчас, то мы натыкаемся на, с моей точки зрения, практически полное отсутствие вот этого самого пространства. То есть то, что мы видим, это в лучшем случае мемориальные доски, отсылающие нас, опять же, к какому-то времени. Да, там, памятники соответствующие, но мы очень мало увидим знаков, которые показывают именно горизонтальную связь. То есть они выстраивают вот эту диахонию, да? То есть вы видите отдельные памятники, больше всего у нас, естественно, посвященных Второй мировой войне, само собой. То есть тут у нас, в общем, неплохая география выскакивает. Но если мы начинаем смотреть вот эти вот связи синхронные, то их совершенно явным образом очень мало. В том плане, что у нас очень мало знаков, допустим, которые позволяют вам отличить один район от другого. Кроме въезд, Фрунзенский район, а вот это Московский. Причем там даже вот этой вот диахронии как таковой нет. То есть там нет даты образования района. Я довольно часто езжу мимо знаков Фрунзенский район. Вот все, больше ничего. То есть никогда образован, нигде заканчивается, в общем, ничего такого нет. Не говоря уж о микрорайонах, допустим. Где какие-то поселения, чисто даже исторические, да, где немецкая слобода была, то есть район Роза Люксембург и Липкнехта, да, вот это исторический район немецкий. То есть вот этих отсылок, то есть они остаются важными только для знатоков. То есть вот это вот пространство как таковое, оно куда-то размывается, исчезает, не включается в вот эту общую канву. Потому что она, опять же, не вписывается в основной пафос, которого придерживаются все, от официального до либералов, кого угодно. Это, в общем-то, такой татистский пафос политической истории. А все, что, в горизонтальных связях участвует не только вот этот вектор, да? И, в общем-то, истории есть момент жизни людей. А вот это вот, в общем-то, куда-то, да, то есть вот это вот обыденная история, бытовая история, и, соответственно, как она реализуется в нашем пространстве, мы этого не видим и не знаем. Классические примеры, что со стеной Цоя перенесенной, хорошо может быть, что с, вы знаете, где музей валунов, да, там есть такой здоровущий камень. Это самый последний
камень, вокруг которого совершались языческие жертвоприношения. Он вообще стоял, где сейчас ресторан «Старое русло». В общем-то, не сильно кому-то мешал, по большому счету. В общем-то, его вам можно было оставить, ну, если вы себе представляете, но его перетащили туда, куда надо. В правильное место его заволокли. Его спасли, его хотели вообще там как-то Да. ликвидировать. И спасли, ну, как спасли, люди, которые тихо, вообще, без шума, просто чтобы куда-нибудь. И говорили даже, что вот в этот парк камней, ну, неизвестно куда, потому что лучше бы не знали, оно спокойнее было. И вот таких вот вопросов, да, связанных там с перемещением, изменением этого самого пространства символического, у нас накопилось просто огромное количество. Просто это все остается, опять же, за рамками основного вот этого, собственно, политического дискурса. Ну, вот у меня был вопрос, которого вы немножко касались, по поводу массовой культуры. Вот вы когда говорите, что что-то какое-то рафинированное, высокое знание или там большая история, академическая история, иногда что-то становится маргинальным, звучит там, иногда профанное звучит из утюга. А как вот в массовой культуре, как ваше ощущение? Это вообще вот эти вещи как-то перевариваются, они трансформируются в какие-то вещи, ну вот в нечто, вот в знаке района, да, если брать вот о пространстве, или в знаке времени, когда вдруг всплывает вот этот этнический какой-то такой. Знаете, у меня тут достаточно пессимистическое восприятие. Я считаю, что век истории, ну, как бы 19 век – это век истории, 20 век – это век рефлексии над историей. Это во многом сложилось и осталось как такой академический тренд. Поскольку публичные дискуссии об истории и вообще сама практика публичных дискуссий и влияние интеллектуалов на массы, я бы назвала, в общем, только две страны в мире. Это, собственно, Франция, где это как бы принято, и это нормально, и это, наверное, Польша. Потому что там как-то тоже как бы слабый отголосок, конечно, Франции, но тем не менее там это тоже есть. А вот этот вот разрыв с традицией, он, безусловно, чувствовался и массами, в смысле. Да? То есть, и мне кажется, что применительно к массовой культуре вот эта историчность и интерес к истории, который выражается там в исторических сериалах, интересом к одежде, в туризме в том числе, да, уже сейчас такой исторический туризм во многом, это скорее лишь как бы внешняя канва такая, ну, как бы способ времяпрепровождения, а за всем этим стоит некая как бы мифологичность сознания. Мне вот с каждым годом все больше кажется, что возрождаются или там всплывают на поверхность совершенно какие-то исторические, мифологические механизмы мировосприятия и мировоззрения. А для них важнее не воспроизведение, ну то есть как бы история, она противоречит самому как бы мифологическому мышлению, но для мифологического мышления важно воспроизведение традиции. И вот эта вот ностальгия, она накрыла сейчас действительно очень много, как бы, ну, целыми странами, да? Во многом именно потому, что какое-то время вот эта вот вера в прогресс, она действительно, ну, помогала преодолеть вот это чувство страха, вот эту ностальгию. А сейчас, когда... Ну, после всего, что было, да, там, от мировых войн до кризиса идей в консюмеристском обществе, да, то вот эта вот тяга к традиции, то есть это не тяга к истории, я хочу сказать, это тяга к традиции. И если, вот мы вчера с мужем дискутировали на тему, что, смотрите, историческое кино, почти всегда это будет средневековье. Не только потому, что это очень живописно, и, ну и, как знаете, одно на другое уже накручивается. Да? Хорошо разработанная как бы, тема, тут не сильно так и влетишь. И не только потому, что средневековье – это бездна всяких культурных традиций. Действительно очень интересное время, но еще и потому, что там такое очень во многом обыденное такое мифологическое мышление.
Пусть мы и говорим, что как бы христианство с этим порывает и т.д. и т.п., но вы помните, как воспринимало во многом средневековье время. То есть это в интеллектуальном плане там время уже линейно, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А вообще сами крестоносцы считали, что вот эти гады-евреи буквально недавно убили Христа. То есть совершенно как бы другое на уровне бытового восприятия времени. И вот этот как бы интерес совершенно не к там, совершенно потрясающему новому времени. Когда такой откровенный, ну вот начинается тот самый разрыв с традицией, вот этот вот прогресс и так далее, и так далее. Нет, это вот к знакомому, к воспроизведению чего-то, к уютному, это вот такая совершенно тяга, ну не к пещерному, конечно, состоянию, но к такому понятному, как будто средневековье это, знаете, как в компьютерной игре есть точка сохранения, так видно и у нас как бы точка сохранения вот нашего как бы мышления, это есть средневековье, с понятными отношениями, с понятными принципами организации власти, то есть вот уже все, в общем, все хорошо проработано, очень уютный мир в итоге получается. Ну и кроме того, это же мир, вы помните, с которым со всех сторон грозит опасность, то есть очень такое, это вот как бы для туземной инкапсуляции очень хорошо, в общем, все подходит. И чем дальше, вот, тем больше, мне кажется, вот это вот накрывает. И что меня больше всего пугает, это было бы нормально для постсоветских стран, ну, как бы своеобразная реакция, да, на вот попытку возвращения вот в этот вектор западной цивилизации. Но вот такие тенденции, они, в общем-то, прослеживаются много в каких странах. Так что я бы, конечно, тут... Я бы порадовалась, если бы я ошибалась, это оказался интерес именно к истории, но мне кажется, что это все-таки такой, скорее, мифологический пафос, который хорошо упакован в обертку истории. Но с точки зрения символического пространства, я бы выдвинул такую концепцию, значит, присущего большим массам современных людей своего рода ценностного коктейля. Вот, это диффузия произошла различных ценностей. И потребительская масса, она, в принципе, вот возьмем Беларусь, например. Я считаю белорусов самой потребительской нацией современной Европы, самой потребительской. Но они, значит, просто дерутся за свое потребление, значит, на самом минимально приемлемом уровне. Потому что ничего другого им невозможно создать, учитывая постсоветский тип государственности. Поэтому у них чего там только не намешано. Там есть какие-то либеральные идеи, там есть какие-то, значит, националистические. Там где-то через националистические идеи пробивается уже другой тип патриотизма. Это гражданский патриотизм. И они в случае, если изменится вектор пропаганды, и приправлен потребитель с просвещением определенным, просветительством, они могут повернуться совсем в другую сторону. То есть в результате вот этого коктейля их разорванное символическое пространство, оно допускает любые векторы дальнейшего развития, дальнейшего, так сказать, изменения. Вот. И это любопытно. Я анализирую ситуацию в Беларуси и как политолог, и как социолог, и как историолог с конца 80-х годов. И это очень интересный, так сказать, очень интересный тип ментальности, очень интересный. Вот. Для меня, как ученого, это целая сокровищница, та страна, в которой я живу. Консюмеризм остается таким общим знаменателем, да? То есть на все что угодно можно вырулить. При этом знаете, как бы нацию нельзя вырастить искусственно, но можно создать условия, чтобы росли нужные ростки. Да. И в общем-то этот на самом деле был, я уже, наверное, буду заканчивать, буквально там последняя фраза, это очень хорошо было продемонстрировано Австро-Венгрией на примере Карпатской Руси. Ну, понятно, о чем речь, да? Туда завозилась специальная литература и т.д. и т.п. То есть это не попытка искусственно создать нацию на ровном месте, но это попытка вот в нужную сторону задать нужный вектор развития.
Так что в этом смысле как бы исторические примеры тоже были. Вот я думаю, что создать, в общем-то, можно. И можно создать условия для того, чтобы создать нацию. Но невозможно стремиться к трупу. То есть стремиться к БССР невозможно и непродуктивно. Ну, конечно, конечно. Хорошо, спасибо. Будем заканчивать.